Всех приветствую на своем канале. Сегодня с вами Астарта Сантья Тара. Мы с вами будем делать цыганский расклад на даму на недельку с 11 по 17 ноября. Что хочу сказать. Скажите, пожалуйста, напишите мне, интересен ли вам расклад на игральных картах на треугольники. Ну, на какой-нибудь срок, там, на недельку. Но, скорее всего, наверное, лучше будет делать такие расклады на месяц. Игральные карты — это не таро. Они здесь четко нам покажут, кто к кому тянется. Муж к жене, жена к мужу, или муж к любовнице, а жена к мужу. Или муж к любовнице, там, а жена еще к своему любовнику. В общем, вот это четкие такие карты. Тут четко видно, кто кого раздражает, кто кого любит, кто к кому тянется. Да? Напишите, пожалуйста, интересен ли вам такой расклад. И также обратите, пожалуйста, внимание, что я выложила уже такой пробный шар, игру трансформационную для дам. Пожалуйста, полюбопытствуйте, интересен вам такой вариант игры, не интересен. Это тоже своего рода гадание, но гадание с такой некой внутренней трансформацией. Вроде бы все сказала, ничего не забыла. Пожалуйста, выбирайте свой вариант. Итак, цыганский расклад на дам на недельку с 11 по 17 ноября. Выбирайте свою даму, а я перехожу к варианту номер 1. Итак, дамы, вариант номер 1. Партнером вам я назначила короля трефового. И входите вы в недельку с какой-то злостью и раздражением на свою любовь, какими-то эмоциональными переживаниями, эмоциональным напряжением. Также здесь переживание и, возможно, у кого-то обида на короля трефового. И, возможно, знаете, был такой еще разговор, такой вот претензии, немного вы ему высказали свое фи. Но вот это так, немного так поверхностно, не углубленно, просто вот дали ему понять, что вы обижены и что вы переживаете. И также смотрите здесь, опять же, были какие-то эмоции, переживания за своего партнера, за своего короля. Скорее всего, ну вот здесь вот свидание, да, какая-то встреча. Но я думаю, тут больше, знаете, переписка, либо вот какое-то общение онлайн с ним. Смотрим дальше. Вариант номер 1. И на сердце у вас какая-то ранняя дорога, такая эмоциональная, любовная. И ранняя дорога вполне возможно вот этого червового короля у вас на сердце. И под сердцем вы разговор с собой, какие-то свои метания, переживания. В голове у вас хлопоты вашего партнера, трефового короля, и злость на него. Злость будет либо в дальней дороге, либо вы злитесь на него вот за будущее, какие-то планы, возможно, вы с ним обсуждали или еще что-то. Ну вот какая-то злость, касаемая будущего с вашим партнером. В ногах у него в ранней дороге был ваш партнер, вот он голубчик, и какой-то интерес некого червового короля, либо, да, интерес червового короля, либо, знаете, что здесь еще может быть? Ваш интерес касаемо вашей любви, эмоциональных какой-то составляющей вашей жизни, ну вот каких-то переживаний, стрессов и так далее. Что было? А был какой-то казенный король, ваш партнер со своим интересом к вам, и вы хлопотали за вашего партнера. И здесь еще партнер ваш, король трефовый, был с интересом к вашим хлопотам. Вот так, наверное, даже лучше будет звучать. Также здесь был этот самый король червовый и свидание с вашим партнером. Если они здесь вот знакомы, возможно, какие-то родственники, друзья, то, скорее всего, вы просто вместе, у вас была встреча, либо вы что-то обсуждали, какие-то планы строили все втроем. Также у вас было свидание с этим червовым королем, дорогие мои дамы. Что будет?
будет, смотрите, свидание с червовым королем и его хлопоты, но вы будете на все это злиться, раздражаться и так далее. Если вы, к примеру, смотрите, практикуете, вы практик, эзотерик, там, смотрите тоже, гадаете на картах, то здесь, возможно, вы просто будете в будущем смотреть его, просматривать его картами, либо что-либо практиковать для или за этого самого червового короля. Также смотрите, злость здесь на вашего партнера, злость и раздражение будет в будущем. И в ранней дороге ваш король, ваш партнер будет со своими любезностями к вам. И основная линия недели. Отчаяние и надежда вашего партнера, но все это для вас как-то пусто. Как-то пусто вы его ставите, что-то, видимо, он будет вас раздражать, или что-то не так делать, или вы будете от него ждать одного, а он будет делать другое. В общем, как-то здесь ваш партнер на этой недельке вам идет пусто. И ваши чаяния и надежды, за ваши чаяния и надежды вы получите большой какой-то нечаянный интерес за себя, за свое будущее, за какие-то свои надежды, ожидания, планы и так далее и тому подобное. Дальше смотрим. Итак, единички для вас. А для вас этот самый червовый король, ваши чаяния и надежды вашего партнера, некий червовый король, смотрите, и вы будете хлопотать, скорее всего, за какие-то надежды и чаяния вашего партнера. Кто этот червовый король, решать вам. Если это там любовник, это вы знаете наверняка, что это он, да. Если нет, скорее всего, это друг, брат, сват, коллега по работе, в общем, кто угодно. В доме у вас ваш партнер, скорее всего, вы даже вместе проживаете, и почему-то вы будете на него злиться и раздражаться всю недельку, что-то он будет вас вот злить, раздражать на этой недельке, что-то вас не будет не устраивать. На сердце у вас разговор с этим самым червовым королем, но почему-то этот разговор для вас пустой. Видимо, тоже он для вас не так уж и важен, этот самый червовый король. Что было? Были ваши чаяния и надежды, и интерес к вам в ранней дороге вашего партнера. Что будет? В ранней дороге у вас будет свидание с червовым королем, и также у вас ранняя дорога, и будет у вас тоже ваш партнер. Смотрите, еще знаете, как здесь еще может проиграться, что если вы, например, все втроем знакомы, то вы все втроем где-то будете встречаться, что-то обсуждать, обговаривать. Вот вы, ваш партнер, трефовый король и некий этот самый червовый король, которого мы видим на протяжении всего расклада, никак вас здесь не покидает, всю эту недельку с вами остается. И на пороге что будет вот-вот, а будет, что ваш партнер, король трефовый, к вам со своей любовью, со своим расположением, и получите вы от него какой-то нечаянный большой крупный интерес, либо в поздней дороге, да, в дальней дороге, либо за будущее ваше совместное. Что-то он вам скажет, предложит, расскажет и так далее и тому подобное. Ваш вот партнер, трефовый король. И успокаивайтесь вы интересом червового короля. Кто это такой, опять же, решать вам. Это может быть кто угодно, дорогие мои единички. И это был вариант номер 1. И я желаю вам всего самого-самого хорошего. Самое главное, любви, здоровья, благополучия. Любите себя, берегите себя. Всем спасибо, всех благодарю, что были со мной. Если видео нравится, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне это очень приятно. Я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 2. И вариант номер 2 и дама трефовая трактуем для вас. Партнером я назначила вам короля бубнового. И заходите вы в недельку с каким-то нечаянным интересом за свою любовь, за какие-то эмоции, за какие-то чувства, внутренние переживания, метания и так далее. Было у вас свидание. Со свиданием заходите со своим партнером бубновым королем, и вот свидание было такое достаточно приятное, вы к нему со своей любовью.
со своим расположением. И также был разговор с вашим партнером бубновым королем, но разговор такой пустой, ни о чем. Что-то вы, видимо, разговаривали, обсуждали, может быть, планировали, но такое не сильно важно, просто, видимо, какие-то бытовые какие-то моменты. Смотрим дальше. Двоечки трактуем для вас. И на сердце у вас некая дама червовая, и под сердцем у вас злость и раздражение, либо какие-то слухи, какая-то новость, но такого неприятного характера. В голове у вас нечаянный интерес вы получили от некой дамы червовой, через ее хлопоты, через ее надежды, либо за ее чаяния и надежды и так далее. В ногах у вас некий казенный король, хлопоты вашего бубнового короля и любезности этой самой червовой дамы. Бубновым король может быть кто угодно. Возможно, это, не знаю, какой-нибудь адвокат, врач, юрист. Ну вот кто угодно, коллега по работе, друг. Что было? А был у вас большой, крупный разговор в казенном доме. Какой-то важный разговор у вас был просто в казенном доме. Тут не показано с кем, но, скорее всего, знаете, вот с этим самым казенным королем. Также вы хлопотали за какие-то чаяния и надежды вашего партнера бубнового короля. И было у вас свидание с бубновым королем и, скорее всего, с этой самой дамой червовой. Кто это? Решать вам, кто это может быть. Что будет? Будет у вас, смотрите, свидание с вашим партнером, и разговор в этом свидании будет с вашим партнером. Разговор будет такой за любовь, эмоциональный, очень такой вот. Все, что касается наших эмоций, чувств, переживаний внутренних и так далее. Также, смотрите, у вас какая-то совместная дорога с этой самой дамой червовой будет ранняя. Видимо, вы в ближайшее время куда-то с ней собираетесь поехать, что-то планируете. И что также будет, будете вы хлопотать за, видимо, за любовь, за любезности вашего червового короля, но хлопоты это такие для вас пустые. Похлопотали и забыли. И основная линия этой недельки, смотрите, что-то вы надеетесь, что-то вы планируете за будущее свое, либо в дальней дороге будете вы что-то, какие-то планы, видимо, свои планировать, обсуждать, как-то разрабатывать и так далее и тому подобное. И также, смотрите, здесь злость на свой интерес. Но если вы, например, практик, эзотерика, если вы практикуете, да, то здесь, скорее всего, вы будете творить, или вытворять, или практиковать, как вам удобнее, за себя, за свои чаяния и надежды, за свой интерес, за будущее, либо за дальнюю дорогу. Что-то вы вот будете делать, видимо, магичить, да, грубо говоря. Вот здесь, скорее всего, даже не злость на себя, а именно вот, скорее всего, вы и есть этот самый практик и эзотерик, вы будете что-то делать. Также смотрите, так, я сейчас эту карту уберу, и знаете, здесь что еще может быть? Вот здесь вот тонкая линия, во втором варианте прослеживается такой вот любовный треугольник. Например, смотрите, если вы знаете, дорогие мои дамы, если что у вашего партнера есть какая-то зазноба, да, есть третья сторона в ваших отношениях, и вот она у вас на сердце. Вы, конечно, здесь переживаете, и, видимо, что-то, какую-то новость узнали, довольно-таки неприятную, и содержите ее у себя под сердцем. Смотрите, здесь в прошлом вы знаете, что у вашего партнера было свидание с этой самой дамой червовой, да. Также здесь в голове вы содержите
эти чаяния и надежды, хлопоты дамы червовой. Скорее всего, возможно, вы недавно узнали, либо стали подозревать, что у вашего партнера есть, что в ваших отношениях с партнером появилась какая-то третья сторона в отношениях. И вот тут, смотрите, у вас совместная дорога, но я думаю, что здесь, возможно, просто вы будете как-то теперь пристально прям прослеживать эту даму, эту самую даму червовую, наблюдать за ней, возможно, где-то в соцсетях или где-то еще. Вот тут вот король казенный. У меня часто король казенный показывают какие-то соцсети. Вы, смотрите, будете хлопотать, да, в этих самых соцсетях за любовь, за любезность этой самой червовой дамы. То есть вы будете за ней следить, за ее жизнью, как она живет, чем она дышит. Будете что-то выяснять. И вот здесь вот в ранней дороге это происходить и будет. Также смотрите, здесь далее мы пока видим, карта нам показывает, что этот дом этой самой дамы червовой. Тут свидание, разговор у вас со своим партнером, скорее всего, возможно, вы будете что-то обсуждать. Для некоторых может быть, что вы не стерпите, да, не сможете стерпеть, смолчать, и все-таки будете партнеру как-то намекать, или все-таки заведете разговор, да, за обман, за измену и так далее. Либо вы здесь просто у вас будет какой-то разговор за вашу любовь, за ваши отношения с вашим партнером. И вот тут смотрите, здесь он к вам со своей любовью, но вы ставите это пусто. То есть для вас уже его любезность, его расположение идут пусто в будущем. Вот так еще у некоторых это может, дорогие мои, проиграться. И поэтому здесь основная линия недельки, да, как я уже говорила, если вы практикуете, да, или гадаете на картах, то вот здесь мы и видим, да, что вы будете думать только лишь о себе, о своих чаяниях, о своих надеждах, будете что-то практиковать за свое будущее, вообще как за свою жизнь. И смотрим дальше. Двоечки трактуем для вас. И на сердце у вас некая дама червовая, и под сердцем у вас злость и раздражение, либо какие-то слухи, какая-то новость, но такого неприятного характера. В голове у вас нечаянный интерес вы получили от некой дамы червовой, через ее хлопоты, через ее надежды, либо за ее чаяния и надежды и так далее. В ногах у вас некий казенный король, хлопоты вашего бубнового короля и любезности этой самой червовой дамы. Бубновым король может быть кто угодно. Возможно, это, не знаю, какой-нибудь адвокат, врач, юрист. Ну вот кто угодно, коллега по работе, друг. Что было? А был у вас большой, крупный разговор в казенном доме. Какой-то важный разговор у вас был просто в казенном доме. Тут не показано с кем, но, скорее всего, знаете, вот с этим самым казенным королем. Также вы хлопотали за какие-то чаяния и надежды вашего партнера бубнового короля. И было у вас свидание с бубновым королем и, скорее всего, с этой самой дамой червовой. Кто это? Решать вам, кто это может быть. Что будет? Будет у вас, смотрите, свидание с вашим партнером, и разговор в этом свидании будет с вашим партнером. Разговор будет такой за любовь, эмоциональный, очень такой вот. Все, что касается наших эмоций, чувств, переживаний внутренних и так далее. Также, смотрите, у вас какая-то совместная дорога с этой самой дамой червовой будет ранняя. Видимо, вы в ближайшее время куда-то с ней собираетесь поехать, что-то планируете. И что также будет, будете вы хлопотать за, видимо, за любовь, за любезности вашего червового короля, но хлопоты это такие для вас пустые. Похлопотали и забыли. И основная линия этой недельки, смотрите, что-то вы надеетесь, что-то вы планируете за будущее свое, либо в дальней дороге будете вы что-то,
какие-то планы, видимо, свои планировать, обсуждать, как-то разрабатывать и так далее и тому подобное. И также, смотрите, здесь злость на свой интерес. Но если вы, например, практик, эзотерика, если вы практикуете, да, то здесь, скорее всего, вы будете творить, или вытворять, или практиковать, как вам удобнее, за себя, за свои чаяния и надежды, за свой интерес, за будущее, либо за дальнюю дорогу. Что-то вы вот будете делать, видимо, ну, магичить, да, грубо говоря. Вот здесь, скорее всего, даже не злость на себя, а именно вот, скорее всего, вы и есть этот самый практик и эзотерик, вы будете что-то делать. Также смотрите, так, я сейчас эти карту уберу, и знаете, здесь что еще может быть? Вот здесь вот тонкая линия, во втором варианте прослеживается такой вот любовный треугольник. Например, смотрите, если вы знаете, дорогие мои дамы, если что у вашего партнера есть какая-то зазноба, да, есть третья сторона в ваших отношениях, и вот она у вас на сердце. Вы, конечно, здесь переживаете, и, видимо, что-то, какую-то новость узнали, довольно-таки неприятную, и содержите ее у себя под сердцем. Смотрите, здесь в прошлом вы знаете, что у вашего партнера было свидание с этой самой дамой червовой, да? Также здесь в голове вы содержите эти чаяния и надежды, хлопоты дамы червовой. Скорее всего, возможно, вы недавно узнали, либо стали подозревать, что у вашего партнера есть, что в ваших отношениях с партнером появилась какая-то третья сторона в отношениях. И вот тут, смотрите, у вас совместная дорога, но я думаю, что здесь, возможно, просто вы будете как-то теперь пристально прям прослеживать эту даму, эту самую даму червовую, наблюдать за ней, возможно, где-то в соцсетях или где-то еще. Вот тут вот король казенный. У меня часто король казенный показывают какие-то соцсети. Вы, смотрите, будете хлопотать, да, в этих самых соцсетях за любовь, за любезность этой самой червовой дамы. То есть вы будете за ней следить, за ее жизнью, как она живет, чем она дышит. Будете что-то выяснять. И вот здесь вот в ранней дороге это происходить и будет. Также смотрите, здесь далее мы видим, карта нам показывает, что этот дом этой самой дамы червовой. Тут свидание, разговор у вас со своим партнером, скорее всего, возможно, вы будете что-то обсуждать. Для некоторых может быть, что вы не стерпите, да, не сможете стерпеть, смолчать, и все-таки будете партнеру как-то намекать, или все-таки заведете разговор, да, за обман, за измену и так далее. Либо вы здесь просто у вас будет какой-то разговор за вашу любовь, за ваши отношения с вашим партнером. И вот тут смотрите, здесь он к вам со своей любовью, но вы ставите это пусто. То есть для вас уже его любезность, его расположение идут пусто в будущем. Вот так еще у некоторых это может, дорогие мои, проиграться. И поэтому здесь основная линия недельки, да, как я уже говорила, если вы практикуете, да, или гадаете на картах, то вот здесь мы и видим, да, что вы будете думать только лишь о себе, о своих чаяниях, о своих надеждах, будете что-то практиковать за свое будущее, вообще как за свою жизнь. И смотрим дальше. Итак, дамы червовые, для вас, смотрите, ваш партнер, вы к нему со своим интересом, и также здесь, смотрите, здесь либо между вами такие натянутые эмоциональные отношения, да, либо здесь между вами все-таки есть эта самая дама червовая. И вот вас беспокоит этот самый треугольник, который образовался. Также смотрите, для дома у вас вы будете хлопотать за себя, за свои чаяния и надежды, и для дома у вас некий казенный дом. А здесь, скорее всего,
выступают соцсети этим самым казенным домом. Возможно, вы какой-нибудь блогер, либо у вас какая-то страничка есть своя, которую вы активно ведете, либо у вас есть канал на YouTube. Вот здесь вы будете хлопотать за него, да, и как-то думать, как его развивать, как его продвигать и так далее. А на сердце у вас разговор с вашим партнером, королем Бубновым, через ваши или за ваши чаяния и надежды. Это у вас на сердце. Что было? Получили вы какой-то нечаянный большой интерес через пустые хлопоты. Вот знаете, как не ожидали ничего такого, что вы можете выяснить что-то важное, что-то нужное для вас вот в ранней дороге. И причем вы получили этот интерес от вашего короля Бубнового. Видимо, он сам не зная, сам того не понимая, вам либо проговорился, либо что-то сказал, что вызвало у вас какой-то большой нечаянный интерес. Что будет? А в ранней дороге будут любезности этой самой дамы Червовой. И скорее всего, знаете, как мы в прошлой раскладочке я говорила, да, что вы будете наблюдать за ней в соцсетях, видимо, что-то за ней следить и так далее. Вот здесь, скорее всего, вот вы в ранней дороге в неких соцсетях или где-то еще вы что-то узнаете об этой даме Червовой, о ее жизни, о ее любви, о ее отношениях, о ее предпочтениях, о ее дружбах с кем-либо и так далее и тому подобное. И на пороге что будет? А будет эта самая дама Червовая, будет с ней свидание. Вот здесь я думаю, что не, знаете, не face-to-face, например, да, не лицом к лицу, а, как я уже говорила, в этих самых социальных сетях вы с ней встретитесь, что-то узнаете, видимо, как-то там будете сталкиваться. Либо, знаете, что еще здесь может быть, если она знает, да, что у вашего партнера есть, например, уже, да, супруга, или у него есть уже отношения, что этот мужчина в отношениях, она может тоже за вас что-то узнавать, выяснять, признавать и так далее. Успокаивайтесь, смотрите вы хлопотами и чаяниями и надеждами этой самой дамы Червовой. Кто это может быть, опять же, решать вам. Если вы точно знаете, что это соперница, то это, конечно, она. Если вы не знаете, то это может быть даже некая ваша родственница, мама, бабушка, не знаю, сестра, подруга и так далее и тому подобное. Это был второй вариант, мои дорогие. Я желаю вам всего самого хорошего на этой недельке. И не только на этой недельке, а вообще, в принципе, самое главное — здоровья, любви, благополучия. Будьте любимы, будьте желанны, берегите себя, берегите своих близких. Всем спасибо, всех благодарю, что были со мной. С вами прощаюсь. И ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Всем пока, и перехожу к варианту номер 3. И третий вариант, и дама Червовая. Партнером я вам назначила короля Трифового. Заходите вы в период с неким казенным домом, и в этом казенном доме у вас было какое-то встреча, какое-то свидание важное для вас. Также получили вы от некой дамы Трифовой через ее хлопоты, скорее всего, какие-то новости. Вместе вы, видимо, в вашем доме, может быть, она хлопотала и была к вам со своим интересом, со своими любезностями. Скорее всего, в вашем доме, возможно, приходила в гости или как-то вы вместе встречались, что-то вместе обсуждали. И также здесь, смотрите, дама Трифовая и какие-то пустые хлопоты от нее исходят. Вот она хлопочет, но это для вас пока что пусто. И также, смотрите, был с ней, видимо, разговор, но пустой, касаемо денег, касаемо каких-то неких покупок с этой вот дамой Трифовой. Но это так вот, поговорили и забыли. Также смотрите, что здесь может быть. Так как мы здесь в этой раскладочке, да, не видим вашего трифового короля, вашего партнера, да, но так я уже назначила эту мастью вашего партнера, да, тут еще может быть, что вот что-то он хлопотал за вас и был со своим интересом к вам, да, в вашем доме совместном, если вы совместно проживаете.
И он был с вами с какими-то отчаяниями, надеждами, и, видимо, вы с ним какой-то финансовый вопрос также обсуждали, но поговорили и забыли. Смотрим дальше. И троечки, и дама червовая для вас. На сердце у вас свидание с вашим партнером трефовым королем, и под сердцем некий казенный том. В голове у вас некий король бубновый, ваши чаяния и надежды, и, видимо, этот король бубновый появился в ранней дороге. Вы к нему со своими чаяниями и надеждами. В ногах у вас некий казенный король будет либо в дальней дороге, вы с ним что-то будете обсуждать, либо за дальнюю дорогу будут какие-то разговоры, переговоры. Либо здесь, знаете, еще как может быть, что вы сами будете планировать так вот скрупулезно, очень, с таким вот большим интересом будете планировать свое дальнейшее будущее, что-то как-то анализировать и так далее и тому подобное. Что было? А были, смотрите, вы, разговор с самой собой, хлопоты за себя, такой вот эгоистичный подход к самой себе, к своим желаниям, к своим чаяниям, к тому, что вы хотите. Также, смотрите, если у вас есть детки, то здесь в ранней дороге что-то вы хлопотали за деток, занимались, видимо, детским вопросом, были поглощены именно детским вопросом. Также здесь были любезности короля бубнового и его чаяния и надежды. Также здесь еще могли быть любезности некой бубновой дамы, смотрите, мои дорогие. Также здесь в прошлом были любезности и хлопоты вашего партнера короля трефового в прошлом. Что будет? А будет, опять же, как и в прошлой раскладочке мы видим, трефовая дама, да, и рядом с ней пустые хлопоты. Но здесь еще и видим здесь и туз трефовый, да, то есть это вся раскладочка про вашего партнера, про его чаяния и надежды. Будет он хлопотать в вашем, скорее всего, совместном доме, скорее всего, вы совместно проживаете, да, но это для вас пусто, какие-то такие пустые бытовые хлопоты, либо он будет хлопотать, но для вас это уже такие пустые хлопоты, ничего не значащие. Также здесь в ранней дороге будет свидание с неким королем бубновым. Вот мы его видим, да. И смотрите, здесь также будет ваш партнер и разговор с королем бубновым. И смотрите, что получается, мои дорогие дамы червовые. Как здесь красиво у нас выходит. Вот здесь вот тоже есть небольшой намек на треугольник или даже четырехугольник. Мои хорошие, мои дорогие. И сложилось у меня, складывается впечатление, дорогие, что и у вас, и у вашего партнера могут быть какое-то общение или какие-то отношения, но на стороне. И у вас, мои дорогие дамы червовые, может быть некий бубновый король, с которым вы тесно общаетесь, на которого вы надеетесь, к которому вы со своим интересом, и он к вам со своим интересом. И у вашего партнера, короля трефового, тоже может быть на стороне, могут быть отношения с некой дамой бубновой, мои дорогие. Да, здесь и у вас, у него могут быть отношения уже на стороне, и поэтому, смотрите, вы поглощены с собой в связи с этим, да, и никакие хлопоты, никакие любезности вашего партнера сегодняшнего, да, настоящего вам уже не интересны, они вам идут пусто. И основная линия недельки, смотрите, будет у вас свидание через хлопоты, через интерес короля бубнового с этим самым королем бубновым. Также здесь могут быть свидания с деньгами. То есть вы получите какую-то денежку, какую-то зарплату. И какой-то получите нечаянный, большой, крупный интерес от короля бубнового. И будете за этот интерес вы прям вот как-то родить, переживать сильно очень.
Также здесь может быть, что вы получите какой-то большой крупный интерес через от дамы Бубновой. Если вы, к примеру, знаете, да, что у вашего партнера на стороне кто-то есть, то, возможно, вы и здесь получите какое-то известие, какой-то интерес за нее. Ну вот, на этой недельке, дорогие. И смотрим дальше. Итак, третий вариант, смотрим дальше. И для вас ваши чаяния и надежды, да. И в ранней дороге был какой-то разговор с дамой Бубновой. И также здесь ваш партнер для вас, также король трефовый. Для дома любезности этой самой дамы Бубновой и хлопоты вашего партнера, короля червового. Также смотрите здесь, что может быть. Вот для вас, в вашей чаянии надежды, в ранней дороге был разговор с вашим королем Бубновым. Как я уже и говорила, если у вас есть отношения в стороне, то это может быть и разговор с этим вот королем Бубновым, который я вижу в конце нашего расклада. Для дома здесь этот самый король Бубновый со своими любезностями к вам, со своими надеждами к вам и хлопоты вашего партнера. На сердце у вас вы, сама, ваши хлопоты, ваши чаяния, надежды и переживания, какие-то метания, терзания. И даже здесь могут быть слезы. Что-то вы прям сильно переживаете, терзаетесь, страдаете на этой недельке. Что было? Был ваш, смотрите, партнер, король трефовый, со своими чаяниями, надеждами. Но это такие уже пустые чаяния и надежды его, пусто как-то он вам идет, и ну вот никак вас уже этот человек не волнует. Что будет? Получите вы какой-то нечаянный большой интерес через интерес этого самого короля Бубнового. Интерес будет прям большой, крупный такой интерес. И также, возможно, вы здесь получите какие-то важные бумаги, либо крупную сумму денег. И на пороге. А на пороге у вас будет свидание с этим самым королем Бубновым в неком казенном доме. И либо вы будете с ним обсуждать ваше будущее, либо дальнюю дорогу, если вы совместно куда-то собираетесь там поехать в отпуск или на отдых куда-нибудь. Либо это свидание будет ближе к концу недельки, туда уже дальше. И успокаиваетесь вы этим самым королем Бубновым, дорогие мои дамы. Это был третий вариант. Я желаю вам всего самого хорошего. Здоровья, гармонии, любви, благополучия. Берегите себя, любите себя, берегите своих близких. Всех благодарю, что были со мной, что смотрели мои видео, что интересуетесь вообще, в принципе, моим каналом. Если видео понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я со всеми прощаюсь. До встречи в других моих видео. Всем пока!